Кто-то там позже подключится, но что-то хотя бы узнали, услышали, так скажем. Поэтому начнем, пожалуй. Ну, сегодня мы с вами поговорим о задачах по генетике. В прошлый год у нас немножко шоковое состояние было у экспертов, когда появились еще задачи на псевдоаутосомные признаки. Задачи довольно сложные, которые могут запутать учащихся, и запутали, честно говоря. Поэтому и ошибки, которые допускают дети, мы их будем разбирать по мере того, как будем пока рассматривать эти задания. Ну, какие задания у нас могут быть вообще в типы задач в этом блоке линии 29 на сегодняшний день? Прошлый год это была линия 28. Но я уже говорила, что у нас стало на одно задание больше. Вот, и, соответственно, немножко сместились задания, ну, на одно задание буквально. 29 заданий, 29. Вот это 29-е. Здесь есть задание на законы Менделя, задание на сцепление генов, задачи на гибель эмбрионов, задачи на взаимодействие генов, и вот у нас задачи на псевдоаутосомные признаки появились. Довольно непростое задание, но немножко может где-то запутать, но тем не менее при внимательном прочтении, собственно, решить-то ее, конечно, можно. Особых проблем не должно это вызывать. Если дети понимают, о чем идет речь, то решить они ее, конечно, в состоянии. Итак, посмотрим. Итак, задачи на законы Менделя. То есть первый тип задач – это когда неизвестны родители или дети. То есть вот задача такая стала появляться. У нас в прошлом году на территории Республики Коми, скажем так, да, у нас таких задач, не помню, не было. Но раз задача уже заявлена где-то вот на страницах интернета в разных сайтах, в разных блогах, то, соответственно, такая задача может появиться. Смысл-то, в принципе, задача-то не такой уж и сложный. Единственное, что вот эти цифры могут немножко спутать. И вот вопрос, как вы видите, появляется, сколько конкретно птиц во втором поколении будет бурыми без хохолка. То есть указано, что черная окраска оперения доминирует над бурой, наличие хохолка над его отсутствием. И вот задача сама по себе не особо-то и сложная. То есть на такое обычное дигибридное скрещивание, сразу хочу сказать, что на моногибридное скрещивание задач нету. То есть это очень простые задачи, которые сейчас просто исчезли, давненько уже исчезли из СКИМов. А вот на дигибридное скрещивание в основном сохраняются задачи. Но вот тут добавили цифры для того, чтобы, видимо, проверить, насколько ребята понимают решение этой задачи. Вот спрашивается, сколько птиц во втором поколении будет без хохолка. При этом надо объяснить. То есть задача-то сама по себе простая, поскольку сразу указаны, какие у нас тут доминантные гены, какие рецессивные. Вот мы получаем в первом поколении особей примерно 1 к 1 цифры. Для этого даны, чтобы продемонстрировать, что примерно 1 к 1 появляется. То есть 50% одних цыплят, 50% других цыплят. Пол здесь не указан, собственно, нету сцепления с полом. Ну и во втором поколении мы уже получаем вот по генотипу 8 групп организмов, поскольку один представитель у нас дает 2 сорта гамет, а другой 4 сорта гамет, сцепления никакого нет. То есть это признаки такие не сцепленные. И главное было найти количество особей. Ну вот мы видим, что на 8 групп у нас приходится 732 птенца, соответственно, на 3 группы нам нужно умножить на 3/8. И в итоге мы получим точное количество. То есть задача сама по себе, она простая. Единственное, что добавлено арифметическое решение, и все. Задание на неполное доминирование, вот здесь могут быть проблемы, потому что ребята частенько при неполном доминировании, когда описывают фенотип, они забывают, что у них часть признаков может быть с неполным доминированием, поэтому подписывают обычно фенотип неправильно. То есть вот на это тоже надо будет обращать внимание. Понятно, что у детей срабатывает определенный стресс, все-таки любая экзаменационная работа – это определенный стресс,
И понятно, что внимание немножко рассеивается, особенно когда времени не хватает, а в этом году у нас времени меньше еще дается, то, соответственно, тут будут проблемки, конечно. Значит, у львиного зева красная окраска цветка неполно доминирует над белой, то есть у гибридов будут розовые цветки. Узкие листья, вот здесь показано, частично доминируют над широкими, то есть средняя ширина листа будет. Но вот в таких задачах, когда неполное доминирование встречается в двух признаках, то они меньше как-то вызывают сомнения у детей, ну, то есть как-то повнимательнее решают. А вот когда один признак полностью доминирует, а другой не полно доминирует, вот там, как правило, бывают серьезные проблемки. Ну и спрашивается, какое потомство получится от скрещивания растений с красными цветами, средними листьями, с растениями, имеющими розовые цветки и средние листья. Напишите генотипы гаметы родителей, используйте решетку Пеннета для решения задачи. То есть вот все, что спрашивается, в обязательном порядке должно быть прописано. Вот это очень важно. Значит, ну понятно, что растение, которое имело розовые цветки, соответственно, гибридные, средняя как бы длина, ширина листа тоже гибридный признак, соответственно, такой дигибрид дает 4 сорта гамет. Ну и второй вариант, это где красные цветки. Здесь у нас 2 сорта гамет, решетка Пеннета перед вами. Вот, воспользовавшись ей, проблем, в принципе, в решении этой задачи быть не должно. А единственное, на что обращаю внимание, чтобы обязательно фенотипы правильно подписывали, потому что очень важно, чтобы фенотипы везде, в каждом поколении были прописаны. То есть и должно быть решение задачи. То есть не вот так, как здесь принято, а обязательно должна быть задача оформлена в качестве решения. То есть вот это очень тоже важно, потому что оформление тоже учитывается. А задание на сцепление генов. Причем вот тут есть, как видите, неполное сцепление у томата. Высокий рост доминирует над низким, гладкий эндосперм над шероховатым. И вот получено определенное количество растений. Причем каких-то больше, каких-то меньше. Определить надо вид наследования, но когда уже цифры настолько разнятся, то понятно, что здесь как признаки сцеплены. Вот. И генотип исходных растений, расстояние. Вот еще появляется такая особенность, что нужно определять уже расстояние между генами, то есть это процент кроссоверных организмов от общего числа, которое и становится тем расстоянием между сцепленными генами. Раз появляется, то надо такие задачи тоже вносить при подготовке к ЕГЭ, в задания для детей, поскольку они тоже должны понимать, о чем тут речь идет. Значит, задача решается несложно сама по себе. Ну вот единственное, что если не будет 4-го пункта, где вы видите количество марганит, да, определено, поскольку у нас 6 и 9, понятно, тех, кого меньше, те и кроссоверные организмы, те, кого больше, те не кроссоверные организмы. И вот общее количество находим, умножаем на 100%, получаем 3,5 марганиды. Ну или 3,5% это и есть 3,5 марганиды. При решении можно использовать вот такой принцип решения, где мы прямо демонстрируем, какие конкретно у нас сцеплены признаки. Вот. А можно использовать, ну, обычную запись, когда у нас, как и в дигибридном скрещивании, прописано, буквы все в один ряд прописаны. Единственное, чтобы ребенок не запутался, все-таки нужно отмечать, где у нас произошел кроссинговер, в каких гаметах, а в каких не произошел кроссинговер. В этом случае им потом будет проще саму задачу решить. Задача сама по себе уже довольно часто встречается такая, поэтому особых там сомнений в решении ее не было. Но вот единственное, что если надо будет находить расстояние, вот тут могут быть проблемы, поскольку до этого не надо было находить расстояние. Но раз появляется такая задача, я думаю, что, возможно, в этом году мы уже будем находить это расстояние. Может быть, в каких-то регионах вроде бы уже было, насколько я помню, у нас пока не было. То есть такая вот задача на сцепление.
Задача на сцепление гена. Вторая. Неполное сцепление, когда неизвестны группы сцепления. То есть показаны просто цифры. Если в предыдущей задаче цифры сопровождались фенотипическим описанием, то можно было определить, какие конкретно признаки сцеплены, да? То есть здесь мы не можем это определить, поскольку у нас просто цифры даны 40, 9, 10, 44. Вот в этой задаче очень важно понимать, что, конечно, скрещиваем высокие растения томата с округлыми плодами, карликовые растения с грушевидными плодами. Первые гибриды получились высокие с округлыми плодами, значит, это признаки доминантные. Понятно, тут проблем нет. То есть по закону доминирования проявляются в первом поколении доминантные признаки. В анализирующем скрещении получили 4 фенотипические группы. Ну, собственно, когда решается эта задача, она решается, ну, похожим образом, по идее. Вот, то есть мы здесь находим, вот, пожалуйста, да, высокие растения томата с круглыми плодами. И поскольку у нас первая группа были высокие растения томата с круглыми плодами и низкие растения с грушевидными плодами, то понятно, что эти признаки были сцеплены между собой. То есть А большое, Б большое, А малое, Б малое. То есть это не кроссоверные гаметы. Когда мы их проводим анализирующее скрещивание с рецессивной формой, то у нас появляются, раз у нас появляются цифры, такие, которые намного отличаются от других двух цифр, пара цифр малого количества и пара цифр большого количества, то понятно, что в малом числе это у нас растения кроссоверные. И вот тут обращаю внимание, что мы не знаем конкретно, какие у нас 44, какие 40, поэтому принято подписывать обязательно вот таким образом. То есть вы, дети, подписали генотип, подписали фенотип высокие растения томата с округлыми плодами. Но конкретно сколько их, 44 или 40, неизвестно. Поэтому в скобочках записывается 44 или 40. Если записали в первом варианте 44 или 40, то второе такое растение, не кроссоверное, надо подписывать, меняя цифры, 40 или 44. То есть вот в таком варианте. И обязательно объяснение. Если объяснения не будет, ну, собственно, ребенок балл потеряет. То есть почему такие цифры получены, надо объяснить, какие конкретно гены были сцеплены, и какие из них, ну, и какие появились кроссоверные гаметы, которые появились в результате кроссинговера. Вот. И что обязательно, что 4 фенотипические группы здесь появились только потому, что здесь неполное сцепление и возможен был кроссинговер. То есть на это тоже обязательно обращаем внимание. Потому что потеря первичного балла 1, она ведет во вторичном случае где-то 3-4 балла может потерять ребенок. Задача на сцепление генов на полное сцепление. То есть когда как раз у нас не получится 4 фенотипические группы, а получится только 2. То есть кроссинговер пройти не может, по всей вероятности гены расположены очень близко. И вот здесь как раз такая задача. Самку дрозофилы с короткими крыльями, с пятном на крыле, скрестили с самцом с нормальными крыльями, без пятна на крыле. Все полученные гибриды имели нормальные крылья с пятном. То есть понятно, что это признаки доминантные. Для самца первого поколения провели анализирующее скрещивание. Оказалось, у него 50% особей с нормальными крыльями без пятна и 50% с короткими крыльями с пятном на крыле. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей потомков в 2 скрещиваниях. Ну, на что я хочу обратить внимание. Несмотря на то, что у нас с вами были заявлены самки и самцы, что может привести немножко к сбою понимания задачи, поскольку дети могут предположить, что речь идет о каком-то сцеплении с X-хромосомой. Но если внимательно, еще раз вернусь на предыдущий кадр, прочитать поколение потомства F2, поскольку здесь не показаны у нас, получается, пол полученного потомства, нету ни самок, ни самцов, соответственно, признаки, о которых шла речь, были аутосомные, то есть обозначиваются обычным способом. А большое,
B большое или А малое, B малое. То есть вот таким образом. И опять же нужно объяснить. Символика здесь допускается любая, собственно говоря. Можно и свои использовать буквы, может кому-то удобнее другое, но чаще всего используются буквы именно вот А большое, А малое, Б большое, Б малое. Так, минуточку. Так, итак, то есть вот при таком раскладе у нас гены, аутосомные признаки расположены в одной хромосоме, и в данном случае, видимо, расстояние настолько низкое, маленькое, что кроссинговер идти не может. То есть такое бывает. Такие вот задачи могут тоже встретиться. Значит, задание на сцепление генов, где уже сцепление с полом идет и, возможно, кодоминирование. То есть у млекопитающих здесь указано сразу гетерогаметный пол мужской, хотя может быть задача, где и не указано, что пол мужской. То есть дети должны, в принципе, знать, что у млекопитающих гетерогаметный пол мужской. Я боюсь, что такие задачи начнут появляться, поскольку усложняется все наш экзамен, и, соответственно, какие-то данные начинают исчезать, и частенько пишут даже в рекомендациях, что вот такие типичные понятия должны у детей уже закрепиться, что у млекопитающих мужской пол гетерогаметный, а у птиц женский пол гетерогаметный. И вот здесь как раз описано: при скрещивании кошки, имевшей черную короткую шерсть с рыжим длинношерстным котом, в потомстве все самки получились черепаховым окрасом. То есть здесь есть явление, когда встречается ген рыжий и черной окраски, кошка получается не рыжая, не черная, а черепаховая, но при этом короткая шерсть вот еще есть, да, то есть вот на такие тонкости нужно обращать внимание. Для второго скрещивания была взята кошка уже рыжая и черный кот, длинношерстная и короткошерстная. В потомстве все оказались черепаховым окрасом, самки с короткой шерстью, самцы были рыжими короткошерстными тоже, то есть короткая шерсть. И нужно было составить схему решения задачи, определить генотипы и, главное, объяснить появление черепаховой кошки. То, о чем я вот сейчас говорила. То есть здесь есть признаки, которые сцеплены с X-хромосомой, а также есть так называемые аутосомные признаки. Если вот внимательно посмотреть на задачу, то мы здесь как раз увидим, что если вот скрестили самку с короткой шерстью и длинношерстную самку рыжую и черного кота короткошерстным, все в потомстве были короткошерстными. Ну, скорее всего, это указывает на то, что этот признак у нас получается аутосомный. И вот в первом скрещивании, если внимательно прочитать, да, у нас, опять же, кошка короткую шерсть имела, кот длинную шерсть имел. Но все опять получились короткошерстными. То есть это еще раз доказывает, что это признак аутосомный, поскольку на пол никаким образом на этот признак не влиял. А вот окраска влияла на пол, значит, именно окраска была сцеплена с полом. Вот задача решается таким образом. Главное, конечно, не запутаться. Ну, такие задачи уже были. Единственное, что вот тут кодоминирование встречается, то есть встреча двух X-хромосом, несущих разные генокраски, дает нам третий вид окраски черепаховой. Но если такие задачи на черепаховую окраску решались, то, в принципе, проблем быть не должно. Ну и объяснить нужно вот именно, что у гибридов только черепаховая окраска, и только у самок, поскольку самки носители двух X-хромосом, а у самца одна только X-хромосома. Ну, не думаю, что такая задача является уже очень сложной. То есть, в принципе, такая задача тоже решаема. Единственное, чтобы вот правильно расписывали гаметы, правильно описывали, ну и, естественно, писали правильно сам генотип и, соответственно, описывали правильно фенотип в этих задачах.
Сцепление обоих генов с полом. Вот эта задача посложнее. Оба гена находятся в одной хромосоме. И ихтиоз, и гемофилия. Вот. И возможен кроссинговер. Но в данном случае у нас кроссинговер возможен между X-хромосом, потому что эти два заболевания у нас находятся именно в X-хромосоме. Поэтому если это женщина, а она носитель двух X-хромосом, соответственно, там может быть кроссинговер. Если это мужчина, у него одна X-хромосома, никакого кроссинговера в его случае не произойдет, потому что вторая хромосома Y. А на Y-хромосоме таких признаков быть не может. Ну и вот задача, да, не имеющая указанных заболеваний женщина, у отца которой была гемофилия, и у матери был ихтиоз, вышла замуж за мужчину, не имеющего этих заболеваний. То есть вот это определение сразу должно показать, что женщина сама не болеет, но тем не менее она унаследовала гемофилию, а от матери унаследовала ихтиоз. А на что я хочу обратить внимание? Вот у детей здесь может быть ошибка какого плана? Они могут ихтиоз и гемофилию написать на одну X-хромосому. То есть тут надо понимать, что одна-то X-хромосома от матери пришла, а вторая X-хромосома от отца. И в отцовской хромосоме должен быть ген гемофилии, но не должно быть ихтиоза, а в материнской хромосоме ихтиоз, но без гемофилии. Поэтому женщина, она не болеет, но она гибридна сама по себе. Вот. Теперь, родившаяся в этом браке моногомозиготная здоровая дочь вышла замуж за мужчину, не имеющего этих заболеваний, но в семье родился ребенок гемофилик. Опять же, моногомозиготная, то есть в какой-то степени только один признак гомозиготен, второй, естественно, нет. И надо составить задачу, естественно, объяснить, возможно ли объяснить все. И вот еще есть вопрос, возможно ли в первом браке рождение больного этими заболеваниями ребенка. Ответ нужно пояснить обязательно. Ну вот так решается задача. Гены для удобства иногда можно писать сверху снизу, то есть А большое наверху, H малое внизу, или наоборот, собственно, разницы нет. Для детей иногда это бывает неким таким визуальным моментом, когда они кроссинговер себе представляют, вот им так проще иногда кроссинговер проводить. И мы понимаем, что у нас вот женщина может дать 4 сорта гамет, поскольку у нее возможен кроссинговер. И у нее могут быть гаметы, которые несут оба здоровых гена, и гаметы, которые несут один здоровый ген, один больной ген. Мужчина, который здоров, соответственно, дает 2 сорта гамет. То есть других вариантов здесь быть не может. И, естественно, мы понимаем, конечно, лучше пользоваться решеткой Пеннета, потому что вот так решать бывает сложно. Дети путаются, когда пытаются вот таким образом писать. То есть частенько они один и тот же вариант прописывают дважды, а какой-то вариант забывают. Поэтому все-таки решетка в данном случае это хорошее подспорье для того, чтобы не сделать ошибок. И, естественно, подписывается, да, то есть какие дети появятся. Теперь мы берем женщину, которая у нас, собственно, является монозиготной, то есть по одному признаку. И при этом она не больная, то есть она здоровая, у нее нет гемофилии, а раз у ребенка у нас появилась гемофилия, то надо, соответственно, будет на это обратить внимание. И вот спрашивается, у нее появляется 2 сорта гамет. Даже если там пройдет кроссинговер, гаметы будут повторяться. Поэтому смысла записывать еще 2 гаметы никакого нет. Все равно процентное содержание будет такое же, только лишняя будет дописка, которая может еще только больше ошибок при невнимательности сделать ребенок. Ну и мужчина, как всегда, дает 2 сорта гамет. В итоге мы получаем как раз вот этого ребенка с гемофилией, сына.
который, в общем-то, родился. Его можно даже подчеркнуть, чтобы было понятно, что это вот ребята правильно определили. И уже затем ответ на поставленные вопросы. Для этого надо вернуться к первому браку, поскольку спрашивалось именно о первом браке, возможно ли рождение ребенка с 2 этими заболеваниями, мы видим, что да, такой ребенок возможен. И объясняем, по какой причине это возможно, потому что у матери мог пройти кроссинговер, и гамета приобрела X-хромосому с 2 этими заболеваниями. И при соединении с Y-хромосомой эти заболевания, естественно, проявились. То есть вот такая задача. Она более сложная, чем предыдущие варианты, поэтому здесь путаницы, как правило, бывает больше. Так, конечно, сбивает довольно сильно детей еще женская гетерогаметность, хотя вроде бы решается все так же, но при описании какого пола, да, хочу сказать, что если у нас сцепление с полом, обязательно указывается пол, это очень важно. Вот. И при женской гетерогаметности бывает так, написали родители правильно, когда потомство начинают прописывать, сбиваются, пишут наоборот самки и самцы. Такая может быть ошибка, прошу обратить внимание. Ну, а в остальном, в принципе, ошибок особых вот тут не должно быть. Ну, бабочки, как и птицы, мы знаем уже, да, гетерогаметным является женский пол. При скрещивании самки бабочки с длинными усами, однотонным окрасом крыльев и самца с короткими усами, наличием пятен на крыльях, в потомстве появились самки с длинными усами, с пятнами, а самцы с длинными усами и однотонным окрасом. А когда скрещивают бабочек с короткими усами, то есть наоборот, меняют их, да, то есть самец был такой, теперь самка такая. Там была самка такая, теперь самец такой. И мы получаем все потомство единообразным по длине усов. То есть вот здесь сразу можно обратить внимание и окраски крыльев, да. То есть в первом случае что мы видим? Однотонный окрас, длинные усы, короткие были у самца, у самки были короткие, окрас у самки однотонный, у самца с пятнами. В итоге в потомстве самки поменялись местами по усам, получается, да? Самки стали с длинными самки с длинными усами, наличием пятен на крыльев, а поменялись пятнами. Ну, то есть здесь вот если внимательно посмотреть, что мы увидим, что усы, раз у нас, собственно, остались у всех длинные, то, соответственно, этот признак не сцеплен с полом. А если они поменялись окрасом, соответственно, вот именно окрас оказался тем признаком, который с полом сцеплен. Ну и задача решается практически так же, как предыдущая, особых проблем нет. То есть еще раз обращаю внимание на условия, то есть надо из условия, конечно, все учитывать. Вот мы видим, длинные усы были у самки, короткие у самца, и получились и самки, и самцы с длинными усами. Ну, следовательно, признак, скорее всего, не сцеплен с полом. А вот то, что они пятнами поменялись и окрасом своим, вот это, скорее всего, сцепление с полом. То есть, если детей вот на это, внимание детей на это обратить, то они сразу же правильно решают эту задачу. То есть проблем не бывает. А так вообще, конечно, задача может вызвать серьезные затруднения. Если они начнут методом подбора заниматься, то времени уходит, как правило, больше. А мы уже знаем с вами, что в этом году у нас времени меньше дали. Поэтому надо детей научить вот быстрой задаче понять, о чем речь. И задача, естественно, будет решаться тогда просто. Вопрос, да, почему так получилось? Ну, вот здесь как раз и объясняется, что окрас сцеплен с полом, усы не сцеплены с полом. Поэтому полка, поскольку гетерогаметный, он наследует только один признак от отца, гомогаметный один только признак. А гомогаметный пол от 2 родителей наследуется, поэтому там по-другому все происходит.
То есть, ну да, она, конечно, не очень простая задача в плане объяснения. Не все дети такие задачи могут решать, не понимают некоторые, о чем речь, как не объясняй. Ну вот особенно у тех, у кого не очень хорошо развиты математические какие-то способности и логика, а они, как правило, такие задачи вообще не понимают. То есть их можно, конечно, научить решать, они решают, но когда рядом ты находишься, да, то есть где-то намекнул, вот они пошли решать. А если рядом нету учителя, нету человека, который бы подсказал, с чего начать, задача сама по себе их вводит в ступор. И решать такую задачу они не смогут, как бы мы ни старались. То есть вот такая бывает, к сожалению, ситуация. Следующее задание на сцепление генов вот появилось тоже. Голандрический тип, то есть когда сцепление идет через Y-хромосому. Причем, значит, вот в этих задачах X-хромосома чаще всего тоже какой-то признак несет. То есть нету чисто вот сцепления с голандрическим полом, с голандрического типа, а с X-хромосомой нету никакого сцепления. Нет, конечно, задача будет сложнее выглядеть, вот как в данном случае один признак на X-хромосоме, другой на Y-хромосоме. И потом спрашивается, какое потомство можно ожидать в семье. И если известно, что отец страдал гипертрихозом и отсутствием потовых желез, а жена была здорова. Однако отец не имел потовых желез. То есть понятно, что потовые железы у нас признак, который находится на X-хромосоме, вернее их отсутствие – это рецессивный признак, а мальчик, у которого отсутствуют потовые железы, вот гипертрихоз – это у нас признак, который на Y-хромосоме. И, конечно, можно и не обозначать, собственно говоря, но обычно для того, чтобы показать, что действительно признак находится на Y-хромосоме, нужно какой-то символ поставить. Звездочку, букву, возможно, ну, конечно, букву «Б», там, например, либо малую, наоборот. То есть что-то надо все равно показать для того, чтобы детям было проще решать, чтобы у них не было такой ассоциации, что все нормально, то есть никакого признака на Y-хромосоме нет. Но поскольку этот признак не имеет пары, то можно просто какой-то символ показать. В данном случае вот снежинка, звездочка какая-то, что-то такое продемонстрировать. Задача сама по себе решается просто. Единственное, что мы иногда обнаруживаем у ребят, вот особенно когда два признака на X-хромосоме, они часто пишут X большое, X малое, например, один ген, скажем, отсутствие потовых желез, да, предположим, потовые железы. На этих же хромосомах находится ген гемофилии, они пишут дополнительно XH большое, XH малое. То есть это недопустимо, поскольку у нас все-таки две половые хромосомы, а не 4, как они иногда пишут. Поэтому как только эксперт обнаруживает в этой задаче вместо 2 X-хромосом 4, задача сразу пишется, что, хотя, может быть, там и выходит ребенок на ответ правильный, но поскольку оформление неверное, сразу ставится 0. Поэтому вот обращаю внимание, если два признака на X-хромосоме, значит, они должны быть оба обозначены на одной X-хромосоме, а не на двух сразу. В смысле 4, чтобы не писали X. Вот это очень важно. Задачи на гибель эмбрионов. Такие задачи тоже есть, конечно. И они встречались неоднократно в ЕГЭ, в КИМах ЕГЭ. В данном случае, когда мы видим вот такое расщепление, мы знаем, что есть 9 к 3, к 3 к 1, то понятно, что какие-то эмбрионы погибли. То есть на это надо сразу обратить внимание детей. То есть расщепление на какое похоже? На 9 к 3, к 3 к 1. То есть на независимое наследование признаков. Значит, среди этих вот особей есть те, которые погибли. И поэтому расщепление вот такое стало. И надо будет по задаче логически рассудить, а что там произошло. Но вот здесь можно сразу понять. Если вот помните 9 к 3, к 3 к 1, и у нас вот мы видим 2 к 1. То есть рецессивная особь у нас осталась в живых. Две гибридные особи в живых. А вот одна частично доминантная, частично рецессивная, то есть так называемая категория 2, 2 гибридные особи в живых, а вот одна две гибридные особи в живых, а вот одна частично доминантная, частично рецессивная, то есть так называемая категория 2, 2 гибридные особи в живых, а вот одна частично доминантная, частично рецессивная, то есть так называемая категория
особей, несущих две одинаковые, так, А большое, да, там и Б мало. Вот она как раз и погибла, поскольку она вот здесь отсутствует. Но если визуально картинку перед глазами ребенок видит, он сразу определит. И уже задачу быстренько подобьет под этот результат. Но если не может, то лучше ее решить сначала, а потом искать по решетке пены-то уже, что же там могло погибнуть, что отличалось от остальных организмов. То есть вот так вот решается. То есть мы видим, в первом варианте у нас, еще раз, значит, у нас появляется 13-15 мух, то есть, соответственно, у нас какой-то признак, ну вот мы видим нормальные крылья и ноги, и загнутые крылья, но ноги нормальные. Значит, у нас был признак, который у нас был в гомозиготном состоянии. Это были нормальные ноги. Вот они. Нормальные ноги у одного гомозиготные, у другого короткие. А вот крылья, поскольку дали два варианта, соответственно, у того, кто содержал доминантный признак, этот признак по крыльям был гибридный. То есть А большое, А малое. Поэтому два сорта гамет. Один дал организм, другой дал один сорт гамет. Ну, собственно, особых проблем тут нету. И в итоге мы находим вот этих мушек. Теперь, когда мы скрещиваем дигетерозигот, то есть у нас каждый дает 4 сорта гамет, и мы решаем, затем показываем решетку Пеннета. Лучше решать по решетке. Вот о чем я говорила. То есть у нас есть организмы, которые погибли. И вот, судя по всему, гибнут те, которые содержат ген загнутых крыльев в гомозиготном состоянии. Вот они как раз. В решетке это будет прямо четко видно. И тогда легче будет подсчитать. И вот они, как правило, находят организм, который, особенно вот в первой части, вот этот организм, последний, который у меня записан в третьей части, А большое, Б малое, он там в боку, где рецессивные особи определяются легко, вот он там один, а мы видим, что 2 к 1 у нас было, да, то есть одна особь выжила рецессивная, полностью, которая выжили 2 гибридно-рецессивные особи, и вот одна гомозиготно-доминантно-рецессивная особь, она вот как раз одна в одиночестве. Ну и сразу становится понятно, что А большое у нас как раз и вызывает гибель. Ну и, соответственно, мы потом находим и среди доминирующих других форм эти особи и понимаем, что вот да, эти особи как раз и вызвали гибель. То есть этот признак вызывает гибель. И когда в решетке Пеннета это будет прописано, очень важно зачеркнуть эти особи. Потому что если ребенок оставляет, то, соответственно, у него не получается вот это соотношение генотипов, фенотипов, и, соответственно, ну, воспринимается, как будто он не понимает, что эти особи на самом деле не существуют. То есть они у него не погибли, он их не вычеркнул, значит, они не погибли. Когда же он там подписал, а потом все-таки вычеркнул, это уже не считается особой ошибкой, поскольку он понимает, для удобства он подписал все, конечно, но он вычеркнул тех особей, которые на самом деле не существуют. То есть вот это очень важно, чтобы вычеркивали то, что нету. Задача на взаимодействие генов. Значит, комбинативное взаимодействие по форме гребня у кур. Вот уже стало появляться тоже вот этот первый тип задач. Форма гребня у кур контролируется 2 взаимодействующими генами, у каждого из которых есть доминантный рецессивный аллель. Если обе доминантные, возникает ореховидная форма. Если одна рецессивная, другая доминантная, то там может быть и другая форма, да, то есть и розовидная и так далее. То есть это вот как раз те задачи, которые стали тоже проявляться в определенных кимах, пробниках. Поэтому, думаю, на это тоже надо обратить внимание. Такие вот задачи. К счастью, пока не было, потому что уже настолько запутываем мы детей порой, что они уже такие задачи даже боятся решать, но тем не менее вот они есть. Ну, вот задача появилась, значит, она уже
в таком виде, вот вы ее видите, да, то есть она уже, соответственно, скорее всего, появится и у нас. Где-то они уже были, насколько мне известно. То есть 2 гена отвечают за один признак. И вот мы получаем такую задачу. Ну, если все прекрасно оформлено, понятно, все будет, там проблем не будет. То есть в первом варианте у нас ореховидный гребень и гороховидный гребень. Вот мы получаем варианты потомства. И вот получаем в другом варианте. Но здесь нужно будет обязательно прописать и соотношение, сколько, каких особей, да, и объяснить какое-то взаимодействие. Ну, вот здесь у нас записано. Не совсем, конечно, комплементарное, но есть в какой-то степени вот оно, комплементарность. Так, вот задача пошла еще на множественный аллелизм. И плюс еще и дигибридное скрещивание. То есть задачи и такого плана стали появляться в пробниках, поэтому я вот их тоже вам показываю, чтобы было понятно. Бомбейский феномен проявляется в том, что люди, имеющие в генотипе аллели А и Б, имеют в фенотипе почему-то первую группу крови. Феномен объясняется тем, что при образовании глютиногенов А и Б необходим доминантный ген H. Редкий рецессивный аллель этого гена H малое подавляет проявление вот этих генов, агглютиногенов. Соответственно, группа крови может быть первая тогда. То есть нету H. То есть здесь и множественный аллелизм, поскольку вы знаете, группа АБ0 – это задача на множественный аллелизм, они были раньше уже. Но тут еще и дигибридное скрещивание добавляется. Причем, понимаете, тут еще и взаимодействие между ними идет. То есть если раньше у нас было такое, что, например, цвет глаз и группа крови давалась, но эти гены не взаимодействовали, то вот тут уже мало того, что 3 аллели у нас определяют группу крови, так еще и на их проявление влияет еще один аллель. То есть вот таких задач как-то особо раньше не было, но вот стали появляться, поэтому думаю, что надо тоже детям показать эти задачи, потому что они могут вызвать серьезный шок у детей. Значит, следующее, что хочу сказать, это вот так она решается, эта задача. Вот, значит, у нас вторая группа крови. Рядом присутствует H большое, значит, группа будет проявляться именно как вторая. Третья группа крови то же самое. И вот мы видим, видите, первая группа крови у нас, когда H малое, они не дают проявляться генам А и Б, соответственно, группа крови будет первая. Вот она здесь. А первая группа крови, вы еще помните, что по множественному аллелизму это малый ген и малая. Вот во втором скрещивании мы ее видим с вами. И на нее уже не влияет наличие и H малое, то есть разницы здесь никакой нету. И вот как бы спрашивается, что это такое. Ну, понятно, тип взаимодействия эпистетический, поскольку у нас подавление идет, проявление тех или иных генов. Ну, вот пока в таком виде вот достаточно пишут. Хотя я думаю, что надо будет раскрыть, что такое эпистаз, то есть дописать. Вряд ли в пробниках, если появится такое задание, вот так кратко можно будет ответить на третий вопрос. То есть нужно будет прописывать, какой ген что подавляет. То есть и прописывать, что в данном случае это у нас рецессивный эпистаз, поскольку подавлением занимаются рецессивные гены в гомозиготном состоянии. H малое. И поэтому еще и это надо будет, думаю, добавить. То есть на вот такие тонкости тоже следует обратить внимание. Значит, следующая задача на псевдоаутосомные признаки, то, что появилось в прошлом году. В прошлом году, буквально где-то в апреле месяце, вдруг, даже, наверное, в конце апреля месяца, вдруг стали появляться сведения о том, что могут быть такие задачи. И такие задачи действительно появились в КИМах в прошлом году.
То есть кто из учителей не увидел и не смог научить детей решать эти задачи, понятно, что задачу такие дети не решили. Тот, кто успел как бы заметить эти задачи в интернете и каким-то образом детей подготовил, дал возможность детям заработать баллы, потому что дети такие задачи смогли решить. Но очень мало детей смогли решить такую задачу. В чем здесь суть? Здесь суть состоит в том, что на Y-хромосоме тоже есть какие-то... То есть мало того, что они сцеплены с X-хромосомой, но и на Y-хромосоме такая конструкция может быть, такой ген. И вот они могут тогда провести кроссинговер между X и Y. Такие гены называются псевдоаутосомные, поскольку вроде как аутосомные, но в то же время, ну, поскольку они сцеплены с обоими генами, с обоими хромосомами, и с X и Y. Вот поэтому их назвали псевдоаутосомы, то есть ложноаутосомные признаки. И вот что мы здесь видим? То есть у человека болезнь Брутона, сопровождающаяся врожденным иммунодефицитом, наследуется как сцепленная с полом, а избыточное волосинение средней фаланги пальцев по галандрическому типу, то есть Б малая. В браке здоровой женщины-мужчины с повышенным волосинением фаланг родился сын с болезнью Брутона и оволосевшими фалангами. Женился на здоровой женщине, отец которой имел врожденный иммунодефицит того же типа, что и в первой семье. И вот нужно составить схему решения задачи, определить генотипы и фенотипы, пол потомства. И спрашивается, какова вероятность рождения во втором браке ребенка, имеющего обе аномалии среди всего потомства. Вот здесь могут быть ошибки. Потому что, видите, тут надо определить и среди всего потомства, потом и среди девочек, и среди мальчиков. Вот это очень важно. Поэтому даже если не написано среди девочек и среди мальчиков, иногда не совсем понятно, что они хотят тут выяснить. И может быть написано не среди всего потомства, а просто написано, какова вероятность рождения во втором браке ребенка, имеющего обе наследственные аномалии. Знак вопроса. И непонятно, то ли среди девочек искать, то ли среди мальчиков, то ли среди всего потомства. В этом случае я все-таки рекомендую все три варианта написать, чтобы уж точно попали в критерии. Ну, задача вот таким образом решается. То есть мы видим, да, что у нас есть вот признак на X-хромосоме и признак на Y-хромосоме. И вот мы такую задачу решаем довольно-таки просто. Поскольку здесь у нас, ну, задача похожая была уже, там далее, кроссинговера никакого не происходит. А вот задача вот здесь, вот как раз, здесь у нас вот как раз пойдет кроссинговер между этими организмами. Вот они, видите, да? То есть вот такое может быть задание. У человека гены ихтиоза и мышечной дистрофии локализованы в X-хромосоме, между ними может происходить кроссинговер. Ген избыточного волосинения гипертрихоза ушной раковины G локализован в Y-хромосоме. И вот у одной есть, у другого нету. То есть, в принципе, такие вот задачи могут быть. Ихтиоз родилась здоровая дочь, она вышла замуж за мужчину с гипертрихозом ушей, родила 3 здоровых дочерей, 4 сыновей с гипертрихозом. Вот когда цифры добавляются, детей это тоже путает. Я иногда говорю, не надо смотреть на цифры. Тут не важно, сколько каких родилось, важно вариаций сколько. Поэтому надо, конечно, детей приучить на некоторые цифры внимания не обращать. И вот составляется схема решения задачи. Вот она. То есть, ага, тут еще даже нету такого кроссинговера, вот особого. Тут в основном кроссинговер идет между иксами. А вот задачи были, вот что-то я в этот раз не смогла ее найти, но там нужно было еще провести кроссинговер между X и Y. То есть такие вот задачи еще были. Но вот они появлялись, а почему-то сейчас я их обнаружить не смогла, поэтому вот не могу предоставить. Возможно, на следующем вебинаре я найду такую задачу и покажу, как она решается. Но вот задачи вот такого плана появляются все чаще и чаще, поэтому обращайте внимание на то, что появляется в интернете. Поскольку особенно вот я рекомендую, значит, вам ВКонтакте, значит, такой
подружиться, так скажем, с группой, которая называется «Биология с Семочкиной». Вот такая группа есть. Она частенько пробники выкладывает, довольно интересные. Вот, неплохая группа. Вот это вот BioFamily, откуда можно взять тоже какие-то интересные задания. Вот, затем можно ЕГЭ, биология. Но вот у Семочкиной мне как-то даже больше нравится. ЕГЭ, биология. Понятно, появился уже 23-й год Рохлова, 30 вариантов. Новенькие такие уже стали появляться, поскольку у нас ЕГЭ немножечко, ну не немножечко, хорошо так усложнили в очередной раз. Соответственно, уже рано появляется сборник, и сборник уже можно скачать в интернете, там есть ссылочки, поискать только надо. А ВКонтакте даже вот выкладывают, вот «Биология Семочкина», если вы найдете такую группу, то там как раз она, по-моему, уже выдала как сборники ЕГЭ по биологии, так и сборники ОГЭ по биологии на 23-й год. Причем есть Рохловский сборник и есть Мазяркиный сборник. А я все-таки рекомендую пользоваться не только Рохловским сборником, потому что вот практика показывает, что у него однотипные потом варианты идут. То есть он просто меняет, сортирует там задания, и у него одно и то же как бы получается. То есть дети натаскиваются на один тип задания, и когда приходят на экзамен, они получают какой-то другой тип задания, и у них сразу начинается паника. У Мазяркина несколько другие задания. Поэтому, конечно, желательно иметь разные сборники, ну или вот выходить на разные сайты и там искать задания. Они часто появляются. Если вот вы выйдете, вы найдете всякого варианта псевдоаутосомное наследование, когда признак есть и на Y-хромосоме, и на X-хромосоме, они могут поменяться даже где-то там участками. Такое тоже стало появляться. То есть вот на такие задания надо будет обратить внимание, потому что их в прошлом году они появились резко в апреле, и в мае, в июне они уже были в КИМах, уже ЕГЭ. И в этом году тоже где-то в апреле надо будет тоже посматривать, поскольку там тоже могут быть новые типы заданий. На это тоже обращаю внимание. Вот обязательно отслеживать надо. Так, ну вот такие вот задания у нас самые разнообразные могут быть. Вообще по-всякому их, как правило, меняют. Попробуйте сами придумывать задания. Иногда это помогает. Я детям говорю, и придумайте сами задачу, какую-нибудь фантастическую, так, чтобы ее сложно было решить. Когда они сами придумывают задачи, они как-то лучше решают эти задания. Ну, экзамен сложнее, задание сложнее. Вот на это я обращаю ваше внимание. В какой-то мере, наверное, даже интереснее экзамен становится, но вот по сложности уж для детей 11 класса какой-то не очень подъемный экзамен в последнее время становится, поскольку у детей настолько вот и времени-то на базовом уровне столько решать нету. Поэтому, конечно, все дается на самостоятельное решение, ну и плюс наша помощь, вот какие-то более сложные варианты, их нужно будет, конечно, объяснять. Вопросы ко мне, если есть, я вот... Спасибо за внимание. Я могу на какие-то вопросы ответить. Так, ну, мы еще, пожалуй, вернемся к ЕГЭ. Где-то во втором полугодии, я думаю, мы еще раз посмотрим задачи нового образца, которых вот здесь не было. То есть попробую я найти неплохой поисковик, в общем-то, сама по себе, поэтому я найду, конечно. И мы еще раз поговорим об этих задачах и попробуем их решить. А задания, которые новые будут появляться, вот они проглядываются в пробниках частенько, это вот и на расстоянии, обращаю внимание еще раз, да, и на псевдоаутосомные признаки особое внимание обратите, потому что это бывает, появляется и на взаимодействие генов. То есть задачи более простого образца уходят на задний план, а на их место приходят более сложные задачи.
Все для того, чтобы понять, понимают ли дети, вот как это решается. То есть уйти от механического запоминания решения задач. Бывает такое, что дети механически запоминают, как решать, и не читают условия. Вот важно, чтобы они научились прочитать условия самой задачи. Так, презентация, думаю, что будет доступна. Да. И, по-моему, насколько мне известно, если вы выйдете в видеозал в Криро, то вы вот этот вебинар еще раз там можете посмотреть. Вот саму презентацию, по-моему, там выкладывают, насколько я помню. Но если будет необходимость, собственно, можно написать в Криро на кафедру, и я потом с кафедры обычно высылаю. В прошлый раз попросили презентацию, я выслала прямо на кафедру, и уже с кафедры отдали. Кто просил, не знаю, честно говоря, но мне не жалко, поэтому я раздаю материалы, которые готовлю, легко и просто. Так, ну, если вопросов ко мне нет, до свидания, спасибо за внимание, до новых встреч.